кто кому зашел уже. В ходе встречи обсуждались меры дополнительной поддержки и перспективы развития аэропорта Магаз. Магомед Хашигульков отметил, что открытое акционерное общество «Аэропорт Магаз» участвует в федеральной целевой программе развития транспортной системы России на 2010-2015 годы. В рамках этой программы планируется провести ряд мероприятий, направленных на реконструкцию и улучшение существующей базы аэропорта. В частности, реконструкция взлетно-посадочной полосы и возведение дополнительной резервной полосы. Глава Ингушетии отметил, что работа по развитию аэропорта идет в русле федеральной целевой программы. Вместе с тем Юнусбек Евкуров подчеркнул, что необходимо провести комплекс мероприятий по финансово-хозяйственному оздоровлению и материально-техническому оснащению предприятия, снизить цены на авиабилеты, повысить меры безопасности. Горячие линии продумать так. И это раз. Второе, контрольные закупки. Вот как ее послали, билет. Это... Вот силовиков, если привлечь, как одного-двоих, было бы хорошо. А там не надо силовиков особо привлекать, чтобы их там задача не то, чтобы их поймать и посадить. Зачем они нужны 100 лет? Вопрос в другом. Вот как вы говорите, подошел один, билетов нет. Подошел второй, билетов нет. Подошел третий, билетов нет. Но при этом понимают, что деньги, если дашь, они же ждут, они же билетов нет и не говорят же тут же, дай деньги, мы тебе там, да. То есть, как бы они говорят, билетов нет, 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 а мы видим, что пол самолета просто вот здесь разберитесь. Вот это вот, да, там. Разберитесь здесь. В чем причина? И вот исправить. каждый вылет, вот человек считает, сколько пустых кресел, что посчитал. И тут же разбор. Почему? Почему у вас вот 0, а здесь кто отказался? И сразу выявляете, кто. Это будут одни и те же лица, которые отказываются, к примеру. Или вообще надуманные лица. То есть продумайте вопрос. Пресс-служба главы Ингушетии специально для программы «Вести».